С вами к помещению для раздевалки личного состава. С этого помещения у нас начинается наш рабочий день. Здесь хранятся личные вещи у сотрудников, а также служебный инвентарь и пожарно-боевая одежда. Далее. Мы поднимаемся с вами на второй этаж, где протекает основной наш быт. Здание спецчасти состоит из 2 этажей. Здесь имеется 2 больших гаража, а также множество помещений для досуга и быта сотрудников, чтобы нам было комфортно и сотрудники ни в чем не нуждались. Здесь у нас находится помещение для приготовления и приема пищи. Здесь сотрудники обедают, ужинают и завтракают. Сколько часов длится смена? Смена у нас длится с 8 утра до 8 утра следующего дня, 24 часа. Также здесь у нас находится кабинет психологической разгрузки. Здесь личный состав отдыхает. Здесь обустроен таким образом, чтобы личный состав немножко абстрагировался от несения службы. Есть массажные кресла, чтобы снять дополнительное напряжение, различные системы, которые помогают в этом. У нас есть штатные психологи, если случается выгорание, они всегда готовы помочь, прийти на помощь и оказать необходимую поддержку. Учебный класс, где личный состав занимается согласно распорядка дня и проводятся занятия. Для совершенствования своей физподготовки личный состав занимается в данном помещении. Каждый пожарный должен уметь бегать километр, подтягиваться определенное количество раз, и также там челночный бег. Теперь мы переходим с вами в комнату отдыха для личного состава. Здесь личный состав отдыхает в ночное время, расположены кровати. Ночной сон осуществляется в данном помещении. А здесь как-то есть громкоговоритель? Да, здесь есть громкоговорители, вот сирена установлена, там чуть, то есть все слышно, все поднимается спокойно. А если, вот, возможно, вот, как обычно бывает, в фильмах показывают, там какая-то труба? У нас есть труба, сейчас покажу. Можно? Да. Труба, по которой со 2-го этажа можем быстро прибежать в гараж, дабы не терять время драгоценное и выехать на пожар. Вот боец вам сейчас продемонстрирует. Сейчас мы уходим в гараж с другой стороны. Здесь находится боевая техника. У нас располагаются автоцистерны, которые укомплектованы различным ПТВ для тушения пожаров. В КАМАЗах, которые перевозят порядка 8 тонн воды. Сейчас они находятся все на боевом дежурстве. Боевая одежда пожарного и индивидуальное снаряжение. Как все знают, мы работаем в очень низкой температуре. И поэтому всегда вот специальная у нас одежда есть, сквозь не промыкает. И низкой температурой работаем, поэтому обязательно берем вторую одежду. Без этого никак. В принципе, каждую смену такие работы бывают. На одном месте не стоишь, там прыгаешь, бегаешь. Там. Если простоять там, и 5 минут, уже это опасно для здоровья. Например, в углу что-нибудь маленький, как будто костер вот оставить и напоследок на самый последний момент тушить, чтобы согреться там. В Якутии, в самом большом и холодном субъекте страны, есть свои особенности. Спасатели защищают якутян от природных пожаров, наводнений, ищут потерявшихся в снегах Арктики и тайге. В зимнее время спасателям работать еще тяжелее. И не только из-за морозов, но и количества одежды. В текущем году якутскими спасателями спасено свыше 700 человеческих жизней. Марфелина Алексеева, Иван Саркаумов, Якутск.